Туризм – одна из ключевых отраслей для Абхазии. О том, как ведомство работает над ее системным развитием. От законодательства, новых проектов и создания национального бренда будем говорить с министром туризма республики Астамуром Логуа. Здравствуйте, Астамур. Здравствуйте, Белла. Итак, работа с вашим приходом в ведомство идет, можно сказать, такими бодрыми темпами. Много информации, много новостей вот именно в сфере туризма. Говорили в том числе о классификации, что она должна завершиться к 2026 году. Вот интересно, вот на сегодняшний момент как обстоят дела? В первую очередь вопрос создания классификации для отелей программы был одним из поручений президента Бадры Зурабовича Гунба, и у нас есть еще сроки по исполнению этого поручения. Однако мы собираемся заранее, до момента окончания срока, подготовить и представить уже проект классификации отелей для президента, потому как он у нас практически готов. Думаю, что до конца этого года мы его представим. То есть на завершающей стадии? Да, конечно, на завершающей стадии. Просто есть небольшие нюансы. Если очень коротко о них могу сказать, все-таки понятно, что мы ориентируемся на нашего союзника, на Российскую Федерацию, смотрим, как это работает в России. Там, в конце концов, есть уже опыт по, данной работе. Но у нас есть какие-то особенности. Помните, мы и раньше говорили о том, что мы увеличиваем количество номерного фонда, разного рода отели строятся, но все же мы должны помнить о том, что до сих пор, я думаю, преимущественно это малые объекты размещения, даже частные дома в какой-то мере и так далее. Вот мы обсуждаем именно как включить вот этот частный сектор, малые объекты размещения в классификацию, потому как мы искренне заботимся и переживаем о малом и среднем бизнесе и о частном секторе в том числе, так как классификация – это не конечная цель, классификация – это начало. Единый реестр отелей сейчас уже практически готов. В единый реестр отелей будут попадать только отели, прошедшие классификацию, а с единым реестром отелей можно будет работать туроператором и агрегатором. Что означает, что не попав в реестр, не пройдя классификацию, с тобой никто не сможет работать. Для того, чтобы этого не допустить, чтобы наши люди могли зарабатывать, мы ищем форму для этого частного сектора, малого совсем бизнеса, чтобы и они имели возможность пройти классификацию. В чем сложность? Сложность в том, что касается частного сектора. Во-первых, параметры. В классификации же прописываются параметры отелей, звездность ее, от чего она зависит, от квадратуры номера, от того, как он организован, от того, если мы говорим об отеле, какое количество персонала, в 2 звездах, в 3, в 4 должно быть, и так далее. Нужно найти форму, есть всякого рода мысли, сейчас о них не хочу говорить, но бывают такие прецеденты, что бывает и классифицирован отель, но он может быть без звезд, допустим, и так далее. Найдем форму. В любом случае мы не оставим наших людей вне этого рынка. Спасибо. Мы знаем, что идет работа над законом о туризме. Да. В этом плане какие именно сегодняшние реалии он должен отражать, этот новый закон? Или же у вас просто пока общее видение, знаете, как шаблон? Нет, абсолютно. Что там? Смотрите, допустим, давайте, может, это сейчас модные словечки будут, но есть такое понятие wellness-индустрия, оздоровительный туризм. Если раньше мы говорили это в рамках санаторно-курортного лечения в советское время, то сейчас это немножко тема шире стала. И этим пользуются, направлением многие отели развиваются, многие страны, можно сказать, предлагают именно такого рода туризм, ставят акцент на этом, проводят очень модно сейчас, и в Абхазии уже это, кстати, работает, ретрит, разного рода туры, люди приезжают, все это благодаря нашей, безусловно, фантастической природе, климату, количеству солнечных дней. Учитывая все это,
мы идем с этим законом, как нам кажется, в современный мир туристический. Мы не хотим ни от кого отставать. А мы сегодня говорим о том, что мы должны открывать новые маршруты, новые интересные локации. Скажем так, наверное, набила оскомину эта фраза, но все-таки наши горы и предгорья не менее привлекательны и интересны для гостей наших, чем прибрежная часть. И по этой причине в новом проекте закона мы собираемся учесть абсолютно максимум сегодняшнего и, думаю, завтрашнего дня в том числе. Потому как все-таки должен быть четкий документ, ориентир, по которому люди в этой сфере будут работать. И мне кажется, что мы не просто так провели ряд встреч до того официального, да, скажем так, представления его в парламенте, но отправили и комитет по экономическому развитию, пригласили туристическое сообщество, представляющих туроператоров наших местных, да, людей, занимающихся в экскурсионной деятельности. Всем им был роздан. Есть такое, вот 1-2 декабря должны были обратную связь получить. Я буквально вчера еще не видел, но знаю, что уже поступила обратная связь со своими предложениями. Вот активно откликнулись наши сообщества, так называемые, занимающиеся, допустим, экскурсионной деятельностью. По этой причине мы хотим, чтобы это был наш общий документ, закон, по которому нам вместе развиваться, и все, кто имеет отношение к туристическому бизнесу в Абхазии, безусловно, должны принять активное обсуждение и участие в разработке данного закона. То есть парламентарии пока не видели проект? Нет, парламентарий в Комитете по экономическому политике, он уже есть. Есть. Мы его даже обсуждали. Пока до этого не дошло. Да. Мы сейчас проходим еще и согласование с другими ведомствами, тоже отправили посмотреть. Я оптимистично настроен. Очень надеюсь, что в 2026 году мы примем закон. Есть такой момент, например, вы встречались с Мактиной Джинджолия, да, и обсуждали вот создание комиссий межведомственных по безопасности для приема детей сюда, детей из зон боевых действий. Вот какие-то подробности могли бы вы нам рассказать? Созданы ли эти комиссии, как они будут работать? Видимо, у нас и круглый год можно принимать детей, мне кажется, даже вот в такую погоду, как сейчас. Мы с Мактиной обсуждали в первую очередь представительство Минтуризма в этих комиссиях в районах, потому как происходят разного рода происшествия, и не могу сказать, что в каждом районе. У нас, конечно, есть отдел контроля при министерстве, и они очень загружены и выполняют свою работу. Но в том числе, наверное, раз мы себя стали позиционировать уже, наверное, в большей степени как страной с туристическим потенциалом, что мы ориентируемся на развитие страны как туристической страны, то все-таки в районных отделениях, в районных администрациях должны, наверное, в будущем создаваться отделы по развитию туризма. Очень сложно сказать. В советское время туризм в Тхварчальском районе не развивался, да, скажем так. Это был город-шахтер, уголь добывали. Сегодня же этого не происходит, но вы посмотрите, какой потенциал раскрылся туристически. Я, например, могу даже вам сказать, что по объектам посещения этим летом за 9 месяцев Рица и Афон есть небольшое проседание, но показатели зато Тхварчальских гор, парка и кындыхских термальных источников выше, чем в прошлом году. То есть так получается, что главные наши, скажем, объекты показа чуть просели, но Восточная Абхазия выросла. То есть, по этой причине, возвращаясь к разговору о том, что все-таки эти комиссии должны быть созданы, на сегодняшний день не только в Тхварчальском, но и в других районах Абхазии где-то отделы называются экономическими, и они за туризм косвенно отвечают, скажем так, а где-то в одном или в 2 районах туристическими отделами при администрации. Но раз мы себя позиционируем как страна, которая развивает туризм, я думаю, что именно туристические отделы в каждом районе должны появиться. Пока этого нет, мы согласовали с Мактиной, что один из представителей министерства, отдела контроля, будет в
в каждом районе закреплен в составе этой комиссии. Что же касается отдыха, принятия наших дорогих гостей, друзей, детишек с Российской Федерации, с приграничных районов или не только, могу сказать следующее. У нас уже есть опыт. Мы за вот этот год приняли 4 делегации. 2 из Белгородской, 2 из Курской области. Сначала в начале лета, потом осенью. Провели им здесь, как мне кажется, достаточно интересную, предложили программу. Как могли, поддержали. Дети уехали с прекрасными впечатлениями. И самое главное, чтобы детишки, которые отдохнули в Абхазии, никогда не забывали, что их здесь всегда ждут. Тем более, что мы, как народ, который прошел те же страшные испытания 30 с чем-то лет назад, мы знаем, каково быть в таком положении, и на собственном примере помним, как радушно и тепло абхазских детей в 92-93 году принимали в большой России. Это, конечно, в первую очередь регионы Северного Кавказа, Краснодарского края, в общем-то, в большой Российской Федерации. Поэтому, мне кажется, мы всегда будем друг другу подставлять плечо. Сейчас с Мактиной мы обсуждали эту же тему. Есть еще интересное тоже предложение создать какие-то интересные и комфортные условия для проведения небольшого отдыха, включая, там будут включены и семинары, в том числе для детишек, чьи родители сегодня сражаются на полях СВО. Да. Там будет большая группа детей, на следующий год мы это запланировали. Интересно. Скажите, раньше в Абхазии отдыхало много детей, всегда был такой развитый детский отдых. И здесь, внутри, летний отдых детей каким-нибудь образом будет ли дальше развиваться? Мы знаем, что, допустим, летом родителям сложно с детьми, есть какие-то лагеря такого локального действия, скажем так, где придут, до 2 до 5 часов остаются, потом забирают. Что-то вот в этом роде, или пока руки не доходят? Откровенно вам и честно скажу, знаю, что мой предшественник, предыдущий министр, оказал финансовую помощь в организации одного из лагерей, который, если не ошибаюсь, в Аватхаре проходит. И надо отдать должное, там была очень серьезная сумма, и ребята отработали, сделали хороший проект. И, насколько мне известно, там очереди стоят для того, чтобы посетить наши, опять, прекрасные горы, где любят проводить время местное население. Мы за туристов говорим, но мы почему-то не говорим о внутреннем туризме. Посмотрите, как мы любим отдыхать в горах. Вы поднимитесь на Аватхару и посмотрите, какое количество гостей там отдыхает из-за рубежа или местного населения. Поэтому тут, когда про горы говорим, надо понимать, что это и развитие внутреннего туризма в том числе. Но что касается такого рода проектов, сегодня мы это не обсуждаем, такого проекта нет, но, безусловно, в перспективе, наверное, такого рода проекты, лагеря должны организовываться и в восточной, и в западной части, их должно быть больше. Потому что спрос есть, потенциал есть. А насколько мне известно, прямое отношение к этому, наверное, все-таки Минобразование или Минпросвещение. Кто-то из них имеет. Но мы готовы, конечно, оказать поддержку, стать всегда рядом с такого рода идеями. Мы неоднократно уже как-то упоминали, и вообще это как стало таким общим местом, что туризм – это, скажем, локомотив нашей экономики, ключевая отрасль и так далее. Скажите, пожалуйста, что касается финансирования отрасли. Вот мы знаем, сейчас у сельского хозяйства тоже одна из ключевых отраслей. Финансирование на порядок повысили, там есть проекты и так далее, и так далее. Что касается Министерства туризма, вот все остается пока без изменений? Надо сказать, что мы, в свою очередь, очень рады за наших коллег, которых сумело государство поддержать. Вы знаете, что есть ограничения, связанные с тем, что мы пока еще не очень-то сильно развитое экономическое государство, но потихонечку, наверное, все будет увеличиваться, и бюджеты увеличиваться. Конечно, сказать, что наш бюджет сегодня обеспечит полноценное развитие, то, как мы себе это представляем, очень тяжело. Но в том числе надо вспоминать, что были еще тяжелее времена,
когда люди старались и на самом деле делали результат. Ну, Теперь, что расскажите о своем касается бюджете, бюджета, да, что касается что у вас, бюджета, мы, конечно, планировали зарабатываете, совсем другой бюджет было, но, к сожалению, еще раз повторюсь, писали и программы разные. На сегодняшний день не смогли реализовать, поддержать эти программы, но мы нашли немножко другой выход и считаем, что, коль мы говорим за развитие как страны, как туристической, говорим, что наши люди и наш бизнес в основном, да, имеет отношение именно с туризмом и зарабатывает, скажем так, на туристической отрасли, мы решили создать фонд развития туризма, который, как нам кажется, поддержит и наш национальный бизнес в том числе. Если мы не смогли пополнить бюджет, то мы через фонд собираемся аккумулировать средства. Надеюсь, что те туристические объекты, которые есть у нас, крупные объекты показа, это в первую очередь, конечно, Новоафонская пещера, Рицинский национальный парк. В итоге, если они нам смогут помогать, и наш национальный бизнес в том числе подключится, думаю, что ряд мероприятий, интересных для привлечения еще большего количества гостей в нашу страну, мы сможем обеспечить. Потому что, поймите, Белла, мы сейчас говорим впервые за новейшую историю Абхазии, хотим подойти к тому, что вот вы видите, как активно пользуется популярностью у нас проведение гастрофестивалей, как это привлекает нового туриста, который не собирался ехать в Абхазию в ноябре месяце, но приехал. Вот такого рода мероприятий, событий, так называемый событийный календарь мы создали. Сейчас мы его утвердим и будем презентовать перед всеми нашими друзьями, туроператорами, регионами, отвечающими за поток туристов. Нам кажется, что это придаст новый импульс развитию, привлечению нового туриста и, самое главное, привлечению его не в короткий 2-3-месячный срок. Я уже сейчас абсолютно горжусь тем, что мы уже можем говорить о том, что у нас не 3 месяца сезон, а мы приближаемся, я думаю, что чуть-чуть больше, но мы стараемся приблизиться к круглогодичному отдыху в Абхазии. Для этого, безусловно, нужно кучу мероприятий провести, и в первую очередь это инфраструктура, это, значит, привлечение инвестиций в досуговый отдых. Здесь нам не хватает всех этих, скажем так, направлений, но я очень надеюсь, что все это исправится и будет реализовано. Но еще раз повторюсь, фонд развития туризма должен на первом этапе заменить, или, как сказать, поддержать Министерство туризма в реализации интересных программ для того, чтобы в Абхазию приехало еще больше наших дорогих туристов. Как будут поступать средства в фонд? Ну, То есть мы это планируем... обязательные какие-то выплаты должны быть, или это добровольные выплаты? Нет, в первую очередь хочу сказать, что мы, конечно, планируем на какую-то вот базовую вещь. Там это Пицунда, то есть это Новоафонская пещера, озеро Рица, насколько мы пытаемся договориться о том, чтобы отчисления были прямые в фонд от этих 2 объектов. И, конечно, надеемся на сознательный абхазский национальный бизнес, который поддержит те инициативы, которые мы предложим. Я заранее могу сказать, что помимо событийного календаря, те мероприятия, которые мы собираемся проводить на эти деньги, они будут опубликованы, о них будет знать вся страна, куда конкретно уходят средства из фонда. И, возможно, наш национальный бизнес частный захочет принять участие, очень надеюсь, в каких-то из этих проектов. А участники будут получать преференции? Преференциям тоже будет расписано, да, есть там интересные идеи. Давайте дождемся все-таки официальной публикации и официальной презентации фонда, там все об этом будет сказано. А это в скором времени должно состояться? Я думаю, что в новом году. Да. В новом году? Да, в новом году. В начале, в конце? В начале у нас работы много, а денег мало. За это нам нужен этот фонд для того, чтобы реализовать много интересных идей. Ну, сейчас идеи реализуют и участники вот этого проекта «Гостеприимная Абхазия». Подано более 1200 заявок. Вот в чем суть самых интересных, на ваш взгляд, проектов? И как министерство планирует поддерживать в дальнейшем вот этих участников? Или же вот они уже как-то самостоятельное плавание пойдут? Ну, вы знаете, во-первых, нам всегда интересно и приятно, когда кто-то
делает какие-то интересные вещи в области туризма. Мы, безусловно, являемся и партнерами данного проекта, но могу сказать, что пока еще я проекта не видел. Мы думаем, что в ближайшее время, наверное, мы уже увидим акселератор, прошедшие проекты, да, и будем понимать, какие инициативы и идеи. Там отдельные идеи, я знаю инициативы инициаторов, которые приходили, о них рассказывали. Но, безусловно, очень надеемся на то, что вот и новая кровь, новые идеи, свежие идеи в развитии туризма получим через вот проект «Гостеприимная Абхазия». Ну, идет процесс также, недавно были публикации на эту тему, создания бренда Абхазии. Вот расскажите об этой работе, почему вы заострили на этом внимание, и на какой сейчас все это находится, на каком это этапе все сейчас находится, кого вы привлекли, дизайнеров, какие, кстати, было совещание такое, когда пришли представители, ну, наверное, всех отелей, ну, всего туристического бизнеса, представители, то есть турсферы, и, видимо, они говорили свои предложения. Вот расскажите об итогах. Коротко. Конечно. Я в первую очередь, знаете, когда вы эту тему, раз уж вы ее подняли, должен вот что сказать. Я люблю читать комментарии всякие о своей работе, о том, что, как оценивают нашу работу, да, отзывы. А вот в одном из отзывов прочитал, я об этом говорил на телевидении, но еще раз повторюсь, прочитал, что, оказывается, каждый новый министр предлагает свой брендбук, этим хочет выделиться. Никогда, еще раз повторюсь, ничьи заслуги не принижал. И наоборот, все, что у нас есть за 30 лет, это все общее. Понимаете, каждый на своем уровне и в свое время старался сделать интересные проекты для того, чтобы развивать нашу страну. По этой причине меня не надо к такого рода людям записывать. Но в то же время, узнав у коллектива, что эта попытка создания брендбука была и у предыдущего руководства, закончилась она тем, что на первом этапе вы, ну, как сказать, отобрали какие-то 2-3 проекта, но оказало, скажем так, даже не оказало, с этим не были согласны представители дизайнерского сообщества. Они выступили против. Потом начался второй этап, когда они стали предлагать проект, вроде к чему-то пришли, но проект не был утвержден Министерством туризма. И когда кто-то выставляет фотографию, которую представляли вот отдельные ребята, и говорит, что вот утвержденный проект, зачем нам новый, это не соответствует действительности. По этой причине мы провели работу с нашими нижегородскими друзьями. Вы знаете, на мой взгляд, что такое брендбук? Это в первую очередь то, как гражданин Абхазии, как наша страна в целом позиционирует себя, хочет представить во всем мире, кто мы, кем являемся и что предлагаем. По этой причине мы собрали всю, ну, как мне кажется, большой круг научной интеллигенции, спросили у них, первый этап был с ними встреча, второй этап был с туристическим бизнесом, и есть отдельные интервью тех, кого еще не успели записать. Я читал комментарии, что кто-то вот был, почему нас не записали. Всех будут записывать посредством Zoom. Ребята готовят классную работу, которую мы представим на суд общественности, когда она будет подготовлена. Но, еще раз повторюсь, это ребята, которые работали над брендбуком, извините, столицы Российской Федерации, Москвы, над Нижним Новгородом, который никогда не был туристическим городом, а стал третьим туристическим городом после Москвы и Санкт-Петербурга. Могу назвать Тулу, Казань, Башкирию. Это успешные проекты. Поэтому я очень надеюсь на этих ребят, надеюсь, что они нам подготовят классный материал, который, еще раз повторюсь, будет отражать наше нутро. Без этого нельзя. Понимаете, мы должны в первую очередь его принять. Астемур, очень коротко, если могли бы ответить, была бы вам признательна, очень мало времени. Вы предложили провести один из будущих конгрессов туроператоров в России, ну, общий, российско-абхазский, здесь у нас в Абхазии. Это случится? Какие-то есть планы? Ведем переговоры, очень надеемся, потому что это международный формат. В России проходит, но представлены как крупные туроператоры, так и региональные маленькие, в том числе и иностранные. Казахстан, Беларусь, Киргизия. Мы очень надеемся, что они станут будущими гостями такого же форума уже на территории Абхазии. То есть пока определенного переговоры ответа ведутся, ответа пока нет.
Благодарю вас за интервью. Спасибо. О том, какая работа ведется в Минтуризма Абхазии над системным развитием туристической отрасли, мы говорили с главой ведомства Астамуром Логуа. Благодарю. Спасибо.